7 час вечера, вот спецтехника, они до сих пор работают, большегрузные. То есть одна, бывает иногда две приезжают спецтехники, и они здесь производят такие работы вот шумные. То есть он еще сейчас движется, когда он стоит, эта вибрация, это на всю округу ощущается. То есть в доме... Эта вибрация ощущается даже в доме, говорит Марат Давлетшин. Он живет на улице Сабантуй в казанском поселке Салмачи. На площадке напротив их домов с начала лета организовали производство бетонных колец. Работы на участке ведут с 6 утра и до поздней ночи, рассказывают жители. Они не раз подходили к рабочим с просьбой соблюдать тишину хотя бы после 10 вечера. Да, конечно. Уже 11 часов, это запрещено. Нашел телефон их, можно сказать, главного, обратился к ним, позвонил. Вроде он сначала сказал, да-да, ну в такой форме, типа, ладно, и все, да. А потом они стали приезжать после 10, работают. То есть этот лязг металла постоянно у них происходит. Ну, то есть они работают, им все равно. И как-то было даже пару раз, они там до 2 ночи работали. То есть я к ним выходил, и они там мат-перемат, мы тебя то, мы тебя сё. Круглые сутки приезжают КАМАЗы, миксера с бетоном. Они шумят, они снимают свои опалубки, там какие-то съемные. Это, конечно же, ночью больше даже слышно. Мы, соответственно, очень близко живем. Жители говорят, предприятие нарушает санитарные нормы. Вокруг жилая застройка, рядом школа. Здесь ежедневно проходят сотни учеников. Это единственная дорога для того, чтобы дойти до школы. И мы очень боимся. Сами дети очень боятся, потому что это большегрузы будут тут ездить. Удалось выяснить, что они планируют тут построить автосервис для большегрузов. И, соответственно, заезд будет прямо через наши дороги, по которой детки идут в школу. Тут рядышком еще школа находится. Мы посмотрели по нормам, уже тут детективное расследование провели. И выяснили, что рядом со школой должна быть санитарная зона ограничения для проведения такого рода деятельности. По данным, предоставленным жителям управлением Росреестра, этот участок принадлежит организации складирования, транспортировка, переработка, утилизация и имеет вид разрешенного использования как объект торговли. В данных действиях усматриваются признаки нарушения требований Земельного кодекса Российской Федерации. Собственнику объявлено предостережение о недопустимости нарушения. С просьбой устранить нарушения и признать незаконной деятельность предприятия жители обратились в Роспотребнадзор и прокуратуру республики. В последнем ведомстве ответили, при обследовании участка установлено, что имеются признаки использования не по целевому назначению. Как отметили в прокуратуре, готовится иск в суд. По имеющейся информации, Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета Казани готовит исковое заявление в судебные органы о признании незаконными действия ООО «Складирование, транспортировка, переработка, утилизация» по нецелевому использованию земельного участка и обязании устранить нарушение земельного законодательства. В исполкоме по этим нарушениям уже подготовлено исковое заявление, и в ближайшие дни его направят в суд. Жители надеются, совместными усилиями смогут пресечь нарушение закона. Вероника Гайнудинова, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань.